Действительно, материалы Службы государственной безопасности Республики Абхазия дают ясное представление об активной работе программы развития ООН UNDP в Республике Абхазия. Зачастую программа развития ООН UNDP переводит напрямую некоторым нашим согражданам, как физическим лицам, денежные средства. Конечно, мы неоднократно говорили о том, что такие организации используются как прикрытие, как ширма американской структурой USAID. И какие главные задачи преследует USAID и все другие структуры сети прозападных НПО, которые казались нам весьма далекими, но при этом они были всегда, оказывается, рядом. Первая задача – это восстановление так называемой территориальной целостности Грузии через так называемую реинтеграцию Абхазии в Грузию. Разумеется, эта задача абсолютно недопустима, и мы ее реализовать не позволим. И вторая задача – это противодействие так называемому пагубному влиянию Кремля. И все это финансирование преследует целью именно реализацию этих задач. Мы знаем прекрасно, что сеть западных НПО, курируемая USAID, занимается по всему миру организацией так называемых цветных революций. Мы это все прекрасно видели. Хочу также обратить внимание на то, что якобы гуманитарные задачи, которые преследуются этими организациями, это опять же определенное прикрытие, гуманитарная деятельность, определенные подразделения Организации Объединенных Наций используются в качестве прикрытия для истинных целей, которые указаны на официальных сайтах этих структур. И мы неоднократно об этом говорили. В частности, недавно были запрещены все проекты, реализуемые на территории Республики Абхазия, которые финансируются USAID. Потому что на официальном сайте USAID открыто было написано о том, что все это финансирование нацелено на реинтеграцию так называемой Абхазии в Грузию и на противодействие пагубному влиянию Кремля. Никакого пагубного влияния Кремля в Абхазии нет. Это союз равноправный, взаимовыгодный, и он будет продолжаться. Кроме того, хочу обратить внимание на то, что наши соотечественники, многие отдают свои жизни в рамках целей и задач специальной военной операции. И при этом некоторые наши другие соотечественники взаимодействуют с теми структурами, которые финансируют вооруженные силы Украины, которые убивают наших соотечественников. Безусловно, на наш взгляд, эта ситуация нуждается в очень внимательном анализе. И хочу обратить внимание на то, что вмешательство во внутренние дела Республики Абхазия, определенные манипуляции под прикрытием гуманитарных целей и задач, они действительно, к сожалению, стали реальностью. Поэтому мы будем эту работу с коллегами продолжать. И хочу обратить внимание на то, что попытки вмешательства во внутренние дела Абхазии, в ее внешнюю политику, безусловно, бесперспективны.